Итак, снова здравствуйте, дорогие зрители. У нас шестой тур. И ребята уже старшего возраста выходят на поле. К нам в город Якутск приехали гости из Благовещенска. Это у нас юношеская футбольная лига, зона Дальнего Востока. Якутяне в синей форме и гости в красной форме. Предыдущий матч у нас закончился со счетом 2-1. Гости из Благовещенска от младшего возраста победили хозяев. Вот у нас табличка. Якутяне вот с одним очком, заработанным в прошлом матче, находятся вот на 10 месте из 10 команд, а Благовещенск на 8. Тоже 3 очка у них. Вот недалеко. Так что да, две равные команды. Ждем хороший футбол. Составы можете посмотреть здесь. И судьи встречи у нас Люкшин Владимир. Помогает ему Захаров Алексей и Гомзяков Никита. Так, ждем начала. И гости, и хозяева вот настраиваются, встали в круг. Да, мотивационную речь обязательно. Так, ребята настроились, и мы готовы начинать. Если вот младший возраст играл по 40 минут 2 тайма, то здесь уже старший возраст играет по 45 минут. Плюс добавленные, конечно же. Итак, время пошло. Ждем красивой игры. Благовещенск начинает. И они с мячом. Справа от нас находится команда Благовещенска в красном. Якутяне перехватывает, но нет, Благовещенск снова с мячом. Центр передача. Верхом направо. Отсюда 10 номер бьет, но не точно. Передача вперед. Надеюсь, что кто-нибудь зацепится, но пока нет. Да, в статистику этот удар можно записать, но опасным, сильно опасным его не назовешь. Да, довольно неточно это было. Назад пас. Да, якутяне вот только в 5-м туре заработали первое очко. Но зато вот как бы
вошли в ритм, как говорится. Дальше больше, первое очко, дальше уже можно зарабатывать и 3. В предыдущих 4 турах до этого они всегда с минимальным преимуществом уступали соперникам. Ну-ка. Вратарь вышел. Можно попытаться отобрать мяч. Но нет, успевает отдать пас. Можно играть. Пас отдали. Тут Роткевич. Он 22 номер. Да, обратите внимание. Впереди Константин Гохфейс, номер 24. Вот на фланге Мирошченко Данил, 18 номер. Ну и по ходу встречи буду называть. Падает Мирошченко. Но там фола не было. Все в пределах правил. Второй номер. Отлично. Нет, вперед. Назад пас. Дальний удар. Но защитник заблокировал удар. Назад пас. Переводит центр. Здесь Мирошченко. Также уже Кольцов Михаил. И выбивает мяч вперед. Передача вперед. Там был Константин Гохфейс. Роткевич. Здесь поборолся Мирошченко. Пас центр. Здесь уже Александров. Пас вперед на Константина. Но нет, мяч не доходит. И Благовещенск через вратаря играет Артем Филиппович. На воротах. Передача вперед. И в атаку Козырев. Забирает мяч в руки. Илья Козырев. Передача в центр. Здесь Александров. Теперь уже Благовещенск в атаке. И в подкате. Мирошченко. Никто его не встречает. Берет он мяч. Идет вперед. Передача. Отлично увидел 7 номера. Алексей Киселев. Нет, все-таки отобрали у него мяч. Можно ударить. Пас назад. Иван Климов. Передача вперед. Ну-ка головой. Удар, но нет, вратарь забирает мяч в руки. И Благовещенск в атаке. А если не прессингует, можно вот так спасоваться спокойно. Вытянуть на себя соперников. И уже найти свободную зону. Вот передача вперед, хорошая. Отличный перевод направо. И вот она подача в центр. Но Козырев Илья вступает в игру и забирает мяч в руки. Александров сам идет вперед. Двоих прошел. Вот на третьем немножко затормозил. Но ничего, мяч не потерял. Отдает передачу на фланг. Смирщенко сыграл. Роткевич пропускает мяч. О, ошибается здесь защитник. Лучший пас назад, да. Иван Климов. Мирошченко. На Киселева. Алексей бежит, бежит, бежит.
Может передачу давать, навес пошел. Но нет. Соскочил мяч с ноги и отворот удар. Передача вперед. Но защита справляется. Пас назад. Перехват от Александрова. Ну-ка, пошел навес. Нет, удар не получился. Отсюда удар. Но нет. Сильным удар этот не назовешь. Перевод на левый фланг. Здесь 5-й номер. Закидывает центр. Ну-ка, вратарь. Нет, перед на мяче. Козырев Илья. Оскар Гузеев. Передача вперед надо Мирошниченко. Но не точно. Судья у нас из Хабаровска, так что беспристрастное судейство. Ну-ка, 5-й номер на фланг отправлял. Но не точно. Домашенкин Ярослав. Оскар. Раткевич с мячом. Да, очень сложно у него отобрать мяч. Близко к ногам держит. Развернулся. Сам идет вперед. Номер 14. Назад на Раткевича. Раткевич. Через защитника. Здесь еще Киселев. Тоже назад. Михаил Кабанов. Раткевич идет вперед. Оу! И падает Раткевич. И это фол. Опасный штрафной удар. Да, Константин Гахвейс обычно штрафные удары бьет. Ну, посмотрим. Нет, Константин пошел вперед. Все-таки это позиция для левой ноги. Активно болеют уже. В первом матче не так слышно было болельщиков. Мяча Михаил Кольцов со своей левой ногой. Посмотрим уже, как разыграет штрафной удар. Пошла передача. И нет, слишком высоко. Да, слышно вот главного тренера Ярошевский Евгений Алексеевич. Главный тренер Благовещенска. Подсказывается им. Да, правильно говорит. Если не встречает, нужно подходить, да. И потом уже давать передачу. Да, соперник на тебя уже вышел. Угловой удар. Пошел подавать 21 номер. Максим Попов.
Пошла подача. Ну-ка, Козырев вступает в игру. И выбивает мяч в аут. Бежит подобать. Дорожков Семен. Ну-ка, Семен, да, готовится подать подальше. Никто к нему сильно не подходит. Пошла подача практически в центр штрафной площади. Передача на Радкевича. Радкевич отдал пас. Еще одна передача. Нет, перехвачена. Надо доигрывать в момент. Александров. Да, заставляет ошибиться. Красиво в касание. Распасовались и фол. Попов Максим снова у мяча. Будет он подавать. Пошла подача. И снова Козырев вступает в игру. Да, вратарь хорош. Хотел обыграть и отдать пас, но нет. И фол, конечно же. Даниил Мирощенко падает. И 77-й номер там получает выговор. Хайреддинов Андрей. Разыграли. Высокая подача. Пас на фланг. Виткевич там бежит. В подкате пытался добрать, но нет. Пас назад на вратаря. Артем Филиппович. Филиппович это еще не отчество, а фамилия у игрока. Вот тезка, да, получается, однофамилец. Вот, бойца ММА. Хорошо. Бежит Данил Мирощенко. Но его встречают и аут зарабатывает. Подача с аута. Центр. Никого там из игроков Якутии нету. Ну-ка. Нет, до удара не довели. Пошла подача. Ну-ка. Да, Козырев Илья выходит и забирает мяч. Десятый номер. Уходит мяч у него. Хороший прием.
Алексей. Зарабатывает аут. Иван Климов. Будет подавать центр. Пошла подача. Там Константин Гахвейс. Михаил Кабанов, да, не смог выбить. Заблокирован этот удар. И аут. Сам бежит вперед. 14 и неточный пас. Михаил Кольцов. Распасовка в центре. И идет вперед Данил Борищенко. Но нет, его останавливает. 27 номер. Дает пас вперед. Обратный отбор уже якутян. Александров. Пас на фланг. Отсюда подача в центр. Ну-ка, Александров с мячом. Падает. Но нет. Сам соткнулся, говорит судья. Там совсем рядом стоял. Гузаиров. Через Александрова. И назад пас. Вратарь вышел. И спокойно отдает пас свободному игроку. Передача вперед Константину. Ну-ка. Алексей. Но нет. Успевает вратарь. Да, Киселев там был готов. Передача вперед. Ну-ка. Нет, не догонит. И это угловой удар. Еще один стандарт. Ворот команды Якутии. Ну-ка посмотрим, как же хороши ребята в стандартах. Пошла подача. Удар головой и гол! Открывает счет в игре команда Благовещенска. 19 номер. Да, его все обнимают. Полевиков Захар. И счет у нас... Да, Полевиков Захар, все верно. Да, как я уже говорил, стандарты возле ворот это всегда опасно. В том числе вот угловой. Подали угловой и забили головой. Данил Мерещенко. Ну да, опрометчиво было на троих идти в обыгрыш. Пас назад. Команда Благовещенска. Отбор. Но нет, пас не точно. Ну-ка, обратный отбор. Данил Мерещенко. Через Оскара. Гузеев Оскар.
передача по флангу. Мяч все еще в поле. Можно играть. Даниил. Ищет кому отдать. Отдает Владиславу Лыцкевичу. Да, можно перевод сделать. Да, напомню, составы команд можно посмотреть в начале трансляции. Перемотать на самое начало. Там вот все составы команды Якутян и Благовещенска. А у нас водопой. Давайте как раз и напомню составы. И давайте запустим рекламу. Вот перед вами составы команд, таблица, судьи. Можете поставить на паузу и потом уже вернуться. Ну а здесь розыгрыш аута. И якутяне идут вперед. Александров. Хороший пас вперед. Ну-ка. Константин Гахфейс. Идет. Но нет. Потерял равновесие. Упал. А когда мяч у Константина, всегда опасно. Хороший пас налево. Да, перевод отличный. 32 номер. Прицел вперед. Ну-ка, отсюда можно забить. Удар. Гол! 2-0 у нас становится счет. Хорошая атака. Да, прострел венчался успехом. И счет 2-0. Александр Коровин, сказали нам. Номер 8. Точным ударом, да. Прямо в угол. Бильярдный удар от штанги. Залетел в ворота. Да, такой небольшой перерыв на водопой пошел на пользу команде Благовещенской. И сразу в следующей же атаке они забили гол. Передача снова налево. Мяч не ушел. Можно играть. Еще одна передача в центр. Удар головой. И забирает мяч Илья Козырев.
Папа в центре. Вот Константинов есть на Радкевича. Радкевич. Но нет, отбегает у него мяч. Пас назад, ну-ка. 21 номер с мячом. Скидка. Сюда второй номер. Радкевич мешает. Удар дальний. Да, могло показаться, что это гол. Но нет, немного выше ворот. Семен Дорожков. Наносил удар. Перевод на правый фланг. Алексей Киселев. Отбегает у него мяч. Отлично вот подключает, да. Набегающего игрока. Да, заложил финты. Пора давать пас. Пас на фланг, на правый фланг. Отсюда можно навесить. И идет вперед. Но нет, защитник оттеснил и отобрал мяч. Благовещенск снова с мячом. Пошла подача. Остановил. Головой. Ну-ка. Удар кто будет наносить? Удар! Но мимо. Пас на Гузаирова. Сюда на Мирошниченко, но не точно. Покидает мяч в поле. Первые полчаса отыграны. Треть матча всего лишь. Счет у нас 2-0 в пользу Благовещенска. Идет вперед. Пас на правый фланг. Никого там нету. Да, должен был быть там Алексей Киселев, но нет. Радкевич пытается прессинговать. Ну как, Константин Гафейс. Отсюда удар дальний. И попадает мяч в руку. Да, это пенальти. Да, Александров Александр наносил удар. И пенальти. Кто же будет бить? Идет бить Данил Мирошниченко, да. Номер 18. И против него Артем Филиппович. Ну-ка, Филиппович против Мирошниченко. Судья свисток дал, можно бить. Удар, гол! 2-1. У нас становится счет. Трибуны ликуют. Да, трибуны зарядились, игроки тоже. Как я неоднократно говорил, 2-0 это самый опасный счет. Это уже сказал Фабио Капелло, конечно же. Выигрывает 2-0 побеждающая команда расслабляется. Проигрывающая забивает гол. Да, достаточно одного гола. И все, уже на подъеме проигрывающая команда. А те, кто вот недавно вели. Удар дальний. Ух ты! Сразу гол! 3-1. Красивый гол. Да, не стали расслабляться, далеко выпускать. Красивый гол. Одиннадцатый номер забил гол Тимур Гаврилов. Да, те, кто знает Тимура, обязательно поздравьте его. У него 5 дней назад был день рождения.
Июньский парень. И якутянам снова надо теперь отыгрывать 2 гола, чтобы заработать хотя бы 1 очко. Да, очень насыщенный у нас оказался. Хорошо, Константин. И что же там было? Ушел мяч за линию. Да, очень хорошая атака была, перспективная. Пас уже отдал на вот набегающего Редкевича. Редкевич не стал наносить удар, потому что свисток все-таки слышал. Хорошо в касании спасуются игроки Благовещенска. Через центр пошла атака. Перевод направо. Хороший перевод. Отсюда в центр. Ну-ка. Опять могут ударить. Левый удар. Вратарь спасает. Илья Козырев, да. Хороший удар наносил 11 номер. Уже один он забил. Ну-ка, снова угловой. Как мы помним, предыдущий угловой, да, закончился голом. Гол головой был забит. Пошла подача. И нет, до удара не доводит. Редкевич сам идет вперед. Обыгрывает одного другого. И можно пас отдавать. Но нет, зарабатывает только аут. Скидка назад. Здесь Мирошниченко. Заиров Оскар. Пас вперед. Константин Гахвейс поборется. И Оскар отправляет вперед. Оскар на фланге. Заиров. Ну-ка. Еще один аут зарабатывает. В центре нападения оказался Киселев Алексей. Пас на Мирошниченко. Константин Гахвейс. Борется. И еще один аут. Ну-ка, скидка вперед. Константин. Денис Бабюк. Назад. Здесь есть Михаил Кабанов. Через центр. Иван Климов. И через вратаря. Да, прессингует команда Благовещенска. Ну-ка. Александров. Из Киселева не получилось. Редкевич. Можно играть. Еще не вышел мяч. Пошла подача вперед. Ну-ка. Удар головой. Константин Гахвейс не дотягивается. И 10 минут у нас играть еще в первом тайме. А целых 4 гола мы увидели за полчаса. Да, результативный, хороший тайм. Благовещенск. Да, дальние удары хорошо у них получились. Якутяне забили только с пенальти. А пропустили 2 дальних удара и 1 удар головой после углового. Фейс на Редкевича. Редкевич идет вперед. Дал пас. Здесь Киселев. Алексей Киселев. И защитник на высоте, да, хороший защитник. Да, приходится назад отдавать.
Хорошо, 32 номер. Дал пас. Передача налево. И на угловой. Переводит мяч. Номер 5. Иван Климов. Быстрый розыгрыш. 5 номер с мячом. Томашенко Ярослав. 21 номер. Дальний удар. Чуть-чуть не докрутил. Максим Попов. Наносил удар. Но выше ворот. Да, спокойно можно разыгрывать через центр. Не точно, но нет. Подбор за ними. Фол. Сети судья. Подача вперед. Ну-ка. Для Козырев забирает мяч в руки. И сразу отправляет мяч вперед. Там Константин Гахвейс может побороться. Сам идет вперед и падает Константин. И это фол. Ну-ка, какая же карточка будет? 32 номера, желтая карточка. Да, и помощь требуется, врачебная. Артем Кречок. Получает желтую карточку. Перспективная была атака, ничего не скажешь. Пересматриваю я вот момент. Можете тоже сами чуть-чуть перемотать. И да, вот буквально в руку в стальные клещи, да, захват взял у Константина Гахвейса. И штрафной удар у нас. Данил Мирошниченко у мяча. Как говорится, последнее китайское пробуждение. И после этого все, уже следующий фол будет на красную карточку у 32 номера. Ну, любой защитник на его месте так бы сыграл. Лучше получить желтую карточку, чем гол в свои ворота. Даниил Мирошниченко у мяча. Удар выше ворот. Гораздо выше. И около 5 минут у нас играть в первом тайме. Это вот включая, да, дополнительное время. Насыщенный тайм. Пенальти у нас было. Гол головой после углового. 2 дальних удара. Также вот фолы. Да, надо встречать. Передача на фланг. 77 номер. Хорошо. И зарабатывает аут. Ну-ка, у нас будет аут.
Хороший бросок. Удар дальний. 8 номер бьет. Но нет, заблокирован сам удар. 32 номер. Тот самый, который желтую карточку получил. 11 номер. Да, в мяч сыграли, отобрали чисто. Гладкевич с мячом. Пас, хороший пас. Ну-ка. Пас налево. Там Мирошниченко бежит. И в подкате. Ой-ой-ой. Падает Данил Мирошниченко. И вполне даже. Еще одну желтую может получить. Да, желтую карточку, извиняется. 27 номер. Александр Гудыма получил желтую карточку, свалив вот на Данила Мирошниченко. Михаил Кольцов. Будет подавать. Штрафной удар. Михаил Кольцов подает. Ну-ка. Рядом со штангой, да. Но выше ворот. Да, это был удар по воротам. И скоро увидим, да, сколько же добавит судья. Прессингует якутяне. И приходится, да, вот в аут выбивать. Подходит аут подавать Иван Климов. Закидушка вперед. Константин Гохвей здесь борется. Высокая свечка. Ну-ка, Константин. Алексей Киселев. И угловой удар. Отворот. Отворот показывает судья. Как говорится, судье виднее. Да, сидим мы далеко. А судья там в гуще событий находится. Выбивает вратарь. Можно играть. Радкевич. Четыре минуты у нас добавлено, сказали. Давайте время поставим. 4 минуты. Оскар Гузеев идет вперед. Пас вперед. Никого там нету. Получает втык Гузеев Оскар от болельщиков. Что безадресную такую передачу отдает. Отличный перехват. И Александров с мячом. Передача вот на левый фланг. Здесь Мирошниченко Данил. Идет вперед сам. Сам идет вперед. Может отдавать пас. Нет, сам идет. И обыгрывает. Но нет, там 3 защитника. Да, надо было как-нибудь расставаться. Налево там Константин Гохфейс был один. Бежал рядом. Но вот не получил пас. Да, справа там еще был Радкевич Владислав. Ну вот, видимо, пелена встала перед глазами у Данила Мирошниченко. Можно забить гол. И вот напоролся на 3 защитников. Хороший пас. Радкевич там бежал. Да нет, выбили мяч. Подходит Оскар Гузеев. Скидка в центр.
Данил Мерещенко. Встречает его. И выбивает мяч в аут. Оскар подает. Александров. Хорошо, ведь дальний удар. Но выше ворот. От ворот у нас будет. Киселев Алексей наносил удар. Да, потихоньку поджимают якутяне. Нас стараются при домашних стенах, конечно же. Да, хорошо, вот пас разыгрывает команда Благовещенска. Перехват. Рыбкевич получает мяч. Можно пас отдать направо. Сам бежит вперед, но успевает защитник. И последние секунды у нас начинаются. Пошла передача верхом. И время. Первый тайм окончен. И побеждает команда Благовещенска со счетом 3-1.
Пошла подача. Удар головой и гол! Открывает счет в игре команда Благовещенска. Пошла подача. Удар головой и гол! Открывает. Хороший пас налево. Да, перевод отличный. 32 номер. Подстрел вперед. Ну-ка, отсюда можно забить. Удар. Гол! 2-0. Хороший пас налево. Да, перевод отличный. 32 номер. Подстрел вперед. Ну-ка, отсюда можно забить. Удар. Гол! 2-0. Судья свисток дал. Можно бить. Удар. Гол! 2-1. У нас становится счет. Судья свисток дал. Можно бить. Удар. Гол! 2-1. У нас становится счет. Проигрывающая команда. А те, кто вот недавно вели. Удар дальний. Ух ты! Сразу гол! 3. Проигрывающая команда. А те, кто вот недавно вели. Удар дальний. Ух ты! Сразу гол! 3.
Так, мы готовы начинать второй тайм. Гришин Максим заменил Константина Гахвейса. И в нападение пошел Данил Мирещенко. Как я погляжу. Счет у нас 3-1 после первого тайма. Очень много повторов я тут во время перерыва дал. Также вот все составы, таблица и так далее, судьи. Вся информация вот была, да, во время перерыва повторена. Также не забудем сказать спасибо генеральному спонсору всей юношеской футбольной лиги. Конечно же, ООО «Газпром». Национальное достояние. Да, повезло вот поколению, которое вот сейчас играет. Такие отличные соревнования. После этих соревнований еще также чемпионы играют уже там в турнире чемпионов, где встречаются победители остальных вот зон, получается. Зона Сибирь, центр, юг и так далее. Пас-центр не получился. Киселев Алексей зарабатывает угловой. Ну-ка, угловой удар. После одного из угловых как раз таки Благовещенск забил гол. Якутяне тоже забили со стандарта. Но, правда, это был пенальти. Пошла подача. Гладкевич успевает первый. И нужно пас отдавать, да. Ну-ка, Александров может бить, левой бьет, но нет, сильный удар не получился. Забирает мяч в руки. Вратарь команды. И Благовещенск в атаке. Да, не будут они спешить. Спокойненько будут разыгрывать, счет позволяет. Да, будут растягивать. И вот хозяева будут потихоньку уставать. Да, играть без мяча очень тяжело. Пытаться отобрать. Надо постоянно бегать. Козырев вступает в игру. Ну-ка, Данил Мирещенко прессингует вратаря. И вратарю приходится выбивать мяч. Да, вот не глядя. И получает Александров мяч. И Благовещенск, да, не смог больше атаку придумать и выбивать мяч в аут. Заиров. Оскар вперед. 14 номер. Ну-ка, мяч все еще в игре. Нужно играть. Коткевич бьет. И угловой удар. Нет, отворот показывает судья. Передача на фланг неточная.
Да, Благовещенск как-то слишком старается удержать счет. Раткевич с мячом. И угловой удар. Нет, отворот снова показывает судья. Хорошая передача, но нет защитника. Снимает этот мяч. Пас назад. Высокий прессинг демонстрирует якутяне. Но это очень энергозатратно. Сложно так 40 минут бегать. Прессинговать. Кольцов. Хороший финт. Михаил. Пас на Оскара. Оскар видит здесь Алексея Киселева. Можно через вратаря. Через защитника, на самом деле, я хотел сказать. Но так тоже пойдет. Ну, Раткевич, может пас отдать на фланг. Раткевич сам идет вперед. Все еще с мячом. Да, надо расставаться с мячом наконец-то. Пошла подача. Ну-ка, можно играть. Алексей Киселев идет вперед и выбивает мяч у него. Оскар. Пас назад. Подача вперед сразу. И головой снимает мяч защитник. Иван Климов. Может пас на фланг, да. Здесь Максим Гришин. Сразу прессинг. Гузеев Оскар. Да, прессинг дает плоды. Отбирает мяч. Кольцов. Может сам идти. Да, пас все-таки, да, не хватает последнего паса. Хорошо, 10-й номер. Литвинов Игорь. Да, вот он с мячом. Переводит мяч направо. И отбирает мяч якутяне. У Тимура Гаврилова. Данил Мещенко бежит. И прессингует вратаря. Раткевич. Ну-ка, отобрал мяч Данил Мещенко. Может сам идти вперед. Хорошо. И снова падает. И это фол. Конечно же, с карточкой. Посмотрим, какая же карточка. Возможно, даже это вторая желтая. Да, желтая первая. Мне показалось, Полевиков Захар получает желтую карточку. Да, все верно. Захар, Полевиков, желтая карточка. Ну, судите сами, да. Можете посмотреть повтор, чуть-чуть перемотать. И штрафной удар у нас. Да, Данил Мещенко сам подходит. Правой ногой. И левша, вот. 14 номер отошел. Михаил Кольцов. Будет сам бить. Удар.
Нет, это не гол. Трибуны уже радостные были, но нет, да. Сетку попал все-таки с задней стороны ворот, а не изнутри. Но удар был опасен. И Благовещенск пошел отвечать. Во втором тайме пока они молчали. Ну-ка, пас. Отсюда пошел навес. Кто же там есть? Никого там нету. И от ворот. Да, уже несколько моментов имели якутяне. Ну вот тактические фолы, да. Отлично получается у Благовещенска. Уже 3 желтые ребят. Буквально выход 1 на 1 каждый раз останавливает. Ну, не в чем упрекнуть. Это вот не грубая игра, а именно тактический фол, чтобы вот игрок не вышел 1 на 1 соперник и не забил гол. Да, уже 3 игрока на желтых карточках висят. И фалит слишком хотел отобрать Кольцов. А нет, это Радкевич. Да, что прям снес с игрока соперника. Пас назад. Ященко прессингует. И пас вперед. Алексей Киселев. Радкевич. Пас назад. Гузеиров Оскар. И через защитника. Кабанов. Пас направо. Кольцов получает мяч. Михаил. Пас на фланг. Передача пошла высокая. Ну-ка, кто же ударит? Радкевич. Нет, не смог укротить он мяч. Алексей Киселев. Сам идет вперед. Падает Алексей. И этот пенальти. Показывает на точку судья. Да, дали все-таки плоды во втором тайме. Вот. Атаки. Прессинг. И да, уже второй пенальти в ворота Благовещенска. И снова Данил Мирченко. У точки против него Артем Филиппович. Первый раз смог он переиграть вратаря. Посмотрим, что же будет сейчас. Еще где-то чуть больше получаса играть. Счет пока что 3-1. Ну-ка, Даниил Мирченко. Удар, гол! Счет становится 3-2. Да, ребята, отлично. Якутяне во втором тайме начали просто выше всяких похвал. И трибуны тоже завелись.
Включил я интершум. Да, не попадает по мячу игрок. Благовещенская и удар от ворот. Пошла подача вперед. Ай, далеко вот упускает мяч. Александров. Ну-ка, Радкевич. На коротке. Пяточкой. Радкевич идет вперед. Входит в штрафную площадь. Удар. Гол! 3-1. 3-3, то есть. Сравнивает счет. Радкевич. Владислав. Трибуны ликуют. Да, вот со счета 3-1, хотел я сказать, отыгрывается команда якутян. И счет становится у нас 3-3. Радкевич и дважды Даниил Мерчиченко. Вот это матч мы смотрим. Да. Кутян поймала кураж. О, рука. Мяч попадает в руку. У нас замена. Номер 14 входит в игру. Это у нас Савелий Остапенко. И заменяет он Семена Дорожкова. Уже 6 голов мы посмотрели. Да, ничего себе. Хороший пас, Радкевич. Можно подавать. Пас назад. Киселев Алексей. Вот она подача. Но слишком высокая подача. Да. Еще одна замена. 10-й номер покидает поле. А 16-й входит в игру. Литвинов Игорь уходит. И Даниил Чайка. Через защиту, да. Ух ты, ошибается. И Даниил Мерченко. Пас. И Радкевич забивает. 4-3 у нас. Счет становится. Вот это матч. Перевернули во втором тайме игру. Якутяне во втором тайме все уже 3-0 ведут. А в первом тайме 3-1. Уже Благовещенск вел. И счет у нас становится 4-3. Да, вот это матч. Да, матч тура, несомненно. Радкевич дубль уже. Радкевич Владислав. Да, обязательно делитесь ссылкой со всеми знакомыми. Болейте вместе. Такой матч пропускать нельзя. Да, открытый футбол. Якутянин по-настоящему поймали кураж. Там судьи общаются. Красную карточку получает кто-то на скамейке Благовещенска. Агрессивный судья подсказал главному судье, что, видимо, что-то не совсем подобающе сказали. И вот
Один из штаба покидает поле. Да, не уверен я, что это главный тренер. Не всех знаю в лицо. Можно начинать. Игра у нас продолжается. Счет 4-3. 65-я минута. Вот примерно в это время, да, обычно дают водопой нам. Мяч еще не покинул поле. Александров. Да. Да, главный тренер. Сказали, ударение получит. Да, страсти кипят у нас. Главный тренер Ярошевский Евгений Алексеевич. Да, надеемся, спросим после матчевого интервью, что же там случилось. Ну что же поделать, такова наша работа. Обязаны брать интервью, даже вот при счете там 0-7 бывает, да, всякое бывает. Но все равно такая вот обязанность игроков и тренеров давать интервью. А у нас, соответственно, брать это интервью. Ну-ка, 11 номер. Нет, не смог он нанести удар. Гузеев Оскар. Бежит вперед. Пас вперед. И Данил Мещенко. Мяч в поле. Можно бежать. 27 номер. Летит. Падают два игрока. И это фол. Фол в сторону Благовещенска, да. То есть польза Благовещенска получается. И 27 номер. И у нас водопой. Да, вот телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь. ЮФЛ Дальний Восток. Там вот все хайлайты, все голы там. Продолжаем матч. И вот он, розыгрыш штрафного. Перехват Краткевича. Вот он, Краткевич, Владислав. Два гола он уже забил. Третий, четвертый голы Якутии. А первые два гола забил Данил Мещенко, оба с пенальти. Ну-ка, Благовещенск с мячом. Прессингует Данил Мещенко. Александров. Но нет, Благовещенск. Ну-ка, 11 номер. Тот самый, который вот левой ногой. Хороший гол забил. И здесь фол. Кольцов Михаил забил.
Ну-ка, шестой удар. Ну-ка, удар. Ух ты, какой красивый гол! 4-4 у нас. 8-й гол уже сегодня залетает. Вот это матч. Да, такой матч точно не забудется. Ни у зрителей, ни у игроков. Настоящий, да, гол в стиле Дель Пьеро. Ну-ка, по сигналу говорит судья. Прихрамывает, но вроде сможет продолжать встречу. Все еще больше 20 минут надо сыграть. Ну-ка, Киселев падает. Ну-ка, пятый номер. Пошла подача. И кто же ударит? Удар! Нет, вратарь забирает мяч в руки. Илья Козырев выбивает мяч быстро вперед. Там Данил Мещенко. Нет, мяч не доходит до адресата. Да, очень много у нас, кстати, голы были забиты со стандартов. После гола на первом тайме, напомню, вот головой ударили. Забили гол игроки Благовещенска, потом 2 гола с пенальти, якутяне забили. Вот со штрафного удар. Получается, половина голов были забиты после вот розыгрыша стандартов. Гол, удар. Еще один у нас стандарт. Пошла подача. Нет, защитники сыграли. И здесь Аркевич. Он с мячом. Может пас дать. Падает Аркевич. Ну-ка. Может ударить отсюда. Нет, отдал пас 21 номеру. С правого фланга заходит в штрафную площадь. И пас у него не получается. Гузырев Оскар. Пас на Киселева. Здесь Данил Мещенко сзади прессингует. 11 номер. У него хорошая левая. Крыльцов. Отлично, Аркевич. Да. И пас направо получается. Пас на фланг. Здесь Александров. Все еще мяч в поле. Можно играть. Александров. Фалит Александров. Да, Александров вот изображал. Что же делают игроки Благовещенска? Но судья ему не поверил. Да, фалил. Вынос. Александров забирает мяч. Да, можно пас отдать. Вот он пас на Мирошненко. Мирошненко понимает, но не смог удержаться. И падает, сводит у него ногу. Да, в прошлом матче уже у 4, по-моему, ребят. Ну, как бы в сумме у двух команд сводило ноги. Врач. Да, очень энергозатратный матч для обоих команд. Да, обязательно сохраняйте этот матч. Ссылочку, чтобы пересмотреть, да, красивые голы. Все голы можно пересмотреть в телеграм-канале ЮФЛДВ, Юношеская футбольная лига Дальнего Востока.
Также ВКонтакте будут проходить опросы на самый красивый гол, лучшего игрока тура и так далее. Да, давайте пересмотрим гол со штрафного. Пока ждем. Так, надеюсь, успею. Ну-ка, удар! Ух ты, какой красивый гол! 4-4 у нас, 8-й гол. Ну-ка, удар! Ух ты, какой красивый гол! 4-4 у нас, 8-й гол. Да, ничего не скажешь, просто красота. 8-й гол был прекрасен. Большая потеря будет, если Данил Мещенко не сможет продолжить встречу. Ой-ой, сильно хромает. Да, сильно я сомневаюсь, что Данил сможет вот оставшиеся 15 минут отыграть. Так, любой из команд будет обидно потерять очки, забив вот 4 гола. Да. 90%, наверное, 99% встреч 4 голов будет более чем достаточно для победы. А сегодня вот 4 голов недостаточно. Для победы всего лишь ничья. Ну-ка, Хаткевич попускает мяч. Алексей Киселев идет вперед. Но нет, не смог он обыграть. Хаткевич прессингует. Отбегает мяч Хаткевич Владислав. И вот он под правой, под левой. Обыгрывает. Ну, можно пас отдать уже, да. Ух ты, красиво, да. Падают там игроки. И удар головой. Нет, не получается. Номер 19 Александров. Можно пас назад отдать. Нет, не увидел он, что сзади прессингует. И мяч все еще в поле. Можно играть. А в шестом площади двое игроков. Можно подачу сделать. Вот она пошла подача. Но нет, вратарь забирает мяч в руки. И Благовещенск идет на штурм. Да, в обоих таймах счет 3-1 получился у нас. Но в первом тайме, если Благовещенск 3 гола забил, то во втором тайме уже якутяне забили 3 гола. И соперник отвечал только 1 голом. Да, были обескуражены игроки Благовещенска. 4-3 якутяне ввели во втором тайме, но вот гол со штрафного сравнял счет. Ну-ка, Хаткевич. Нет, выбивает мяч. Да, пытался я увидеть на трибунах главного тренера. Но вот что-то пока не заметил. Хаткевич обыгрывает. Ищет пас. Пас вот направо. Но нет, не точно. Кольцов. Ходит через него, через пас. Вот он прессингует Кольцов.
И фол. Замена у нас. 17 номер готовится войти в игру. Кирилл Гамов. Заменяет он номера 32. Да, у 32 номер Крячик Артем. Желтая карточка есть. Да, так что вполне себе оправданно. Гамов Кирилл, номер 17. Пошла высокая подача. Но нет, не дотягивается. Нападающий был Владивостока. Еще 10 минут у нас основного времени. И уже потом посмотрим, сколько же добавят. Ну-ка, мяч в поле. Можно играть. Михаил. И выбивает мяч. Ну-ка. Даниил Мирощенко уже вошел в игру. Оказалось, силы покинули его. Но нет, вернулся он в поле. Отлично, перехват. И побежали вперед. 2 в 3. И угловой удар. Да, у Александрова выбивает мяч из-под ног. Угловой удар. У Якутян замена. Кольцов Михаил, да, покидает поле. И Андрей Тренин входит в игру. Да, Кольцов набегался. Да, с самого начала матча. Да, такой интенсивный матч. Да, 90 минут отбегать. Тем более вот растущий организм. Ай, опасненько. Оу. Там фол был, но можно играть, сказал судья. Все, он видел. Оскар Гузеев. Сам идет вперед, но нет, на троих. Опрометчиво было. Против троих финтить. Отобрали, но фол. Пас-центр. Передача направо. Здесь Оскар. Алексей Киселев. Сам идет вперед и зарабатывает аут. Оскар сам подошел. Можно подавать. Вперед на Радкевича. Ну, взяли паузу якутяне. Вот в начале второго тайма, да. Очень правильные, видимо, слова были сказаны, что вот воспряли духом. Ой, 16 номер идет вперед, но тут Гузеев Оскар. Да. Отлично справился с давлением. И пас вперед. Радкевич бежит вперед. И аут будет вводить игроки Благовещенска. Ну-ка, Тренин. Вышедший на замену. Свежий Тренин. Отлично увидел 19 номера. Надо доставать. Максим Гришин. И ну-ка, левой. Но нет, попадает в игрока. Пас назад. Довольно опасно. Падает там Даниил Мирощенко.
Алексей Киселев через Александрова. Алексей обыгрывает и подает. Зарабатывает угловой удар. Пять минут всего лишь основного времени остается. Пошла подача. Но удар сильным не получился. Выбивает Артем Филиппович. И фол. Падает Даниил Чайка, 16 номер. Зарабатывает фол. Да, не спешат игроки Благовещенска. Да, в гостях в таком матче. Да, одну очко, я думаю, вполне им достаточно. Тем более удаление у них тренера. Некому подсказать. Маткевич выбивает. И головой от ворот. Отлично низом в касание. Пас неточный. Да, отличный соревновательный опыт. Трибуны гонят вперед. А мало где такое можно увидеть, чтобы вот на детский футбол. Отлично! Бежит вперед Александров. Отдает пас. Данил Мирощенко может идти вперед сам. Бежит вперед. Ага, можно бить. Двоих уже обыграл. Отдал пас. Ну-ка. Александров бьет. Вратарь спасает. Да, такой решающий момент, да. Артем Филиппович, да, на высоте. Да, Данил Мирощенко там втык дает Александрову, то что как не забил. Да, такой хороший момент, да, Мирощенко все сделал, чтобы смог забить. Да, с обоих сторон как будто готовы подавать угловой якутяне. Но, конечно же, это запрещено. Нужно выбрать одну сторону. Судья показывает, что вот с правой стороны. Пошла подача. И ну-ка. Здесь Хаткевич. Пас назад. Вот через Денис Бабюк. Киселев подает. Но слишком высоко. Хаткевич. Раздавили Хаткевича. Отдает пас. 11 номер. Хорошо. Теперь уже в большинстве Благовещенск. Отличная передача 8 номер. 8 номер. Против него двое. И защитник успевает. 16 номер может бить. Нет, вдвоем они прибежали на мяч и не решились. Кто же ударит? Ну-ка, Данил Мирощенко ищет кому отдать. Сам идет вперед. Все еще мяч у него. Можно играть. И свисток судьи. А, здесь лежит Хаткевич. Хаткевич лежит. Нужен врач. Спорный мяч будет. И, скорее всего, якутянам вернут мяч. Оказывает помощь здесь Хаткевичу. Счет у нас 4-4.
Да, поднимает Редкевича. Не может он наступить вот на правую ногу. Кажется, ногу свело. 5 минут добавлено и заменяет. Готовится замена. Да, Редкевич все-таки не сможет продолжить игру. И Глеб Шульгин, 21 номер, входит в игру. Да, надеемся, все в порядке с Владиславом. 2 гола он забил. Да, большая потеря для якутян. Креативный игрок. Один из вот главных, кого исходит угрозы. Вот Шульгин. И ну-ка. О, красивый удар от Данила Мещенко левой ногой в падении. Но вратарь спасает. Ну как бы Заиров Оскар. Ух ты, красиво, да. Ой-ой-ой. Это фол. Да, фолил. И, конечно же, Оскару это не понравилось. 16 номер. И у нас замена. 88 номер входит в игру. И заменяет он 11 номера. Да. Тимура Гаврилова. Черненко Степан входит в игру. И в это время здесь штрафной удар, который заработал вот Гузеиров Оскар. Михаил Кабанов у мяча. Да, может он подать хорошенько. Вот на пол поля. На 40 метров. Пошла подача. Ай-яй-яй, никто не допрыгнул. И основное время закончено. Сколько же добавили? Что-то я не заметил. Слишком горячий матч. Киселев с мячом. И падает Киселев. Седьмой номер, да, совсем не смог себя сдержать. Хайгетдинов Андрей. Да, вполне, по-моему, на желтую тянуло это. Но нет, судья. Судья добрый. Гузеиров. На Мирошниченко. Мирошниченко с мячом. Идет вперед. И нет, уходит мяч за ворота. От ворот. Благовещенск пошел в атаку. Можно играть. Хорошо. И в центр передача. Ай, немножко неточная. Заблокирована. Ну как бы Заиров Оскар. Хорошо. Встретил 88-го. Да, вратарь забирает мяч в руки. Данил Мирищенко падает. Но фола нет. Да, все подустали. Ошибаются. Тем более, да, замена уже. Хороший пас. Но слишком сильно, да. Аут. Ну-ка, хороший шанс. Нет, вратарь забирает мяч в руки. Пас вперед. Илья Козырев должен забрать мяч в руки. Выбивает мяч. Данил. Хороший прием. Пас назад. На фланг можно. Вот, да, есть свободные зоны. Была игра рукой. Но нет. Судья почему-то дал отыграть. Там боковой показывал.
И матч у нас окончен. Боевая ничья 4-4. Да, никто не хотел уступать. Никто и не уступил. А мы в это время пойдем возьмем интервью. Спасибо, что были с нами. Да, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал и группу ВКонтакте ЮФЛДВ. Также вот на YouTube канал ЮФЛДВ. И всем спасибо.